Прежде за все, я хочу привітати наших героїв на волі. Дякую, що ви вистояли, дякую, що ви витримали. Вчора був вельми емоційний і тяжкий день для нас усіх. Найперше я хочу подякувати президенту Трампу, Джону Коулу, Крису Сміту. Подякуючи їм і їх дипломатичним намаганням, люди вийшли на свободу. І президент Трамп правильно назвав це визволення закладників. І ми цінимо його особисту роль у цьому гуманітарному процесі. Дякую Європейському Союзу і всім країнам, які всі ці роки принципово і послідовно добиваються визволення політв'язнів. Визволення – це виник нашої супольної праці. Я хочу подякувати особливо Литві, яка зробила неймовірне. Оперативно прийняла політв'язнів, оформила документи і допомогла на межі. Ми цінимо і бачимо цю допомогу. І, звісно, дякую усім правоохоронцям, міжнародним партнерам, які вчора хутко відгукнулися на просьбу об допомозі. Міжнародний гуманітарний фонд, «Весна», «Країна для життя», «Допомога», «Вайсол», Freedom House, ВДПЧ, ПАЖ і всі остальні. Ми раді бачити людей на волі, але давайте називати речі своїми іменами. Те, що відбулося вчора, це не визволення, а примусова депортація. Ми всі переживаємо за льос Миколая Статкевича, який відмовився виїжджати з Білорусі і мав повне на це право. Тепер його місцезнаходження невідомо. Його мужний вчинок нагадує вчинок Марії Колєснікової, яка при спробі депортації порвала свій паспорт. Усі визволені повинні мати право з'їхати чи залишитися. І вчора я розмовляла про це з американськими партнерами. Ми добиваємося, щоб при наступних визволеннях ця античеловічна практика була спинена. Ми добиваємося так само, щоб визволення супроводжалися спиненням репресій. Тому що, на жаль, кожен тиждень з'являються нові політв'язні, а правоохоронці фіксують поширення репресій. Безумовно, усі повинні вийти на волю. І президент Трамп назвав мінімальну планку – 1300 політзневольних. І ми будемо працювати з американською адміністрацією і всіми нашими союзниками у Європі, щоб визволення протягувалися. Це крок у правильному накерунку. І я закликаю режим визволяти усіх закладників з турму. Це перший крок до національного діалогу, який нам усім потрібен. Тепер наша задача – забезпечити визволених допомогою юридичною, психологічною і медичною, вирішати питання з легалізацією і документами. Так само літерально за день білоруси зібрали 85 тисяч євро на підтримку визволених. Я вельми вражена цією солідарністю. Дякую вам велике. Ми працюємо з урядами різних країн, щоб змобілізувати допомогу для репресованих, а через 2 тижні ми рихтуємо великий конгрес по політзневольних, куди я так само запрошую як наших сябров, так і усі СМІ. Над головой, стяг мой вольный, стяг мой смелый, стяг мой бел червоно-белый, стяг мой вольный, стяг мой смелый, стяг мой бел червоно-белый, был отважный продах мой у погони боевой. Той погони
Сергей Спарич, Народная громада. К сожалению, из Народной громады Николай Статкевич не в состоянии сейчас здесь присутствовать. Мы не знаем, что с ним происходит. Теоретически, может быть, и не жив даже. Что угодно может случиться с этим человеком в данный момент. Я с ним пересекался сутки назад. Мы оказались в тюрьме КГБ. Вот. Он в очень хорошем состоянии морально. В лучшем даже, чем был в 2020 году. Он мне показался даже здоровее. Потому что в 2020 году он ужасно переживал за то, как себя поведут белорусы. Может быть, не сдюжит. Вот. А оказалось, что получилось очень даже неплохо. И он сказал, теперь в Беларуси нация уже сформирована. Если раньше были какие-то сомнения, то сейчас очевидно, нация в Беларуси имеется. Но нет пока что государства. Соответственно, задача, после того, как мы обрели нацию, нужно обрести и государство. Но для того, чтобы обрести государство, нужна борьба. Иногда мы привыкли, к сожалению, к тому, чтобы не заходить за красные линии. Нам Лукашенко нарисовал красную линию, и мы подходим к ней аккуратненько, но не заходим. Тогда Лукашенко рисует линию вот здесь, и мы начинаем здесь. Некоторые сразу рисуют для себя розовую линию, и они боятся переходить даже за розовую, и тогда она очень быстро становится красной. Поэтому необходимо постоянно расширять пространство свободы, как говорил Николай Статкевич. И должен постоянно быть какой-то моральный пример. Не может быть нации, в которой нет лидера, находящегося на территории этой страны. Вот. Лидер должен быть в стране. Нельсон Мандела не мог быть лидером африканского народа, находясь где-то в эмиграции. К сожалению, мы должны признать, что как минимум моральный лидер должен быть там. Поэтому Николай Статкевич остался в Беларуси. Вот. Он сказал, что в 90-е годы он уже был очень близок к смерти и бояться не пристало. Кроме того, он шляхтич. Вот, из старого рода, который еще 16 века был в диссидентах. Он советский офицер, вот, и один из отцов белорусской армии. Поэтому он как бы рискует очень сильно, потому что здоровье у него очень сильно подорвано. Несмотря на его очень хорошее внешнее состояние, у него серьезная аритмия. Вот, ему очень тяжело ходить периодически. Вот, он находился 6 раз вкрытой, 6 раз в одиночке. В одиночке это по 6 месяцев. Вот. Он уже в одиночной камере провел 2 года и 7 месяцев. Это, по сути, убийство. Он 3 раза был под ковидом, 1 раз у него был инфаркт, 1 раз у него была проблема воспаления легких. Кроме того, у него еще с 90-х годов бронхит хронический. В данный момент необходимо, если человек поставил себя в качестве морального нашего лидера, вот, необходимо нам всем, независимо от политических взглядов, отношений каких-то между собой, не делить шкуру убитого Лукашенко, не убитого Лукашенко, а защитить того человека, который в данный момент за всех нас там рискует своей собственной жизнью. Хотя мог находиться здесь и попивать пиво. Вот. Мы должны все вместе немедленно записать некое обращение от всех политических сил, от всех общественных организаций с требованием немедленно выполнить договоренности, которые были заключены с Трампом. Если Трамп сказал, что он должен быть освобожден, значит он должен быть освобожден. Вот. И он должен прямо сейчас общаться с нами из Минска. Спасибо. Так получилось, что я оказался в таком положении, упал в обморок, и мне показалось, что я как лежу как караул, и поднимаюсь, и тут я вижу Олеся Беляцкого. Я с ним переговорил 10 минут, он вернулся на тот момент с РБ, у него была, по-моему, операция на ноге, он сказал, и для меня это была какая-то поддержка. Я потом, у меня не было с ним встречи, я не знаю, что с ним сейчас происходит, но в любом случае, то есть это была какая-то надежда, мы с ним переговорили, он подтвердил, что Сергей Тихановский на свободе, он сказал, что люди еще находятся, анархисты, скажем, журналисты, я доверял эту информацию, потому что информацию нужно в тюрьме проверять, там нету СМИ. Вот. И все потом 4 месяца меня реально провоцировали, обвиняли. Где-то за месяц начали говорить про помилование. То есть у них пошла такая информация вот, о том, что типа тебя помилуют. Каждых полчаса стояла так называемый динамик возле окна. И вы фактически слышите переговоры, которые идут по рации.
и каждые полчаса вам говорят, вас помилуют, а потом отказ. То есть вас ведут на КПП, а как бы отказ. Вы понимаете, что вы как бы сходите с ума. То есть вы реально, ну, это сложно объяснить, когда вы находитесь в одиночке, вы сложно проанализировать информацию, сложно самое, то есть вы ни с кем не разговариваете. Это на самом деле 7 месяцев в одиночке, это ну, просто издевательство над вообще людьми. И когда я оказался потом на, скажем, ну, когда я понимал уже, что везут меня, скажем, на свободу, вот, было как-то, ну, наверное, я бы хотел высказать, наверное, слова благодарности, потому что у меня оставалось еще 4 года, за меня завели уголовное дело по 411 статье, это большая проблема для политневольных, им продлевают сроки. И в понедельник у меня должен был быть суд, и я рассчитывал, что мне дадут 2 года, потому что дело было реально сфабриковано, не допускали как бы адвоката, правозащитников, хотя я знаю сейчас, что адвокат должен был приезжать, была поддержка со стороны воли. Я делал все это легально, просил администрацию это сделать, но, к сожалению, доступа к адвокату никакого не было. Вот, и в понедельник, то есть при следственных действиях я порвал, скажем, протокол допроса, хотя допроса реально не было. И допрос длился 7 минут по документам. И для них это была провокация, и, соответственно, мне, возможно, было предъявлено большое обвинение. Поэтому, наверное, для меня это освобождение, это как глоток воздуха, потому что я бы, если бы меня сейчас не помиловали, наверное, пробыл бы в тюрьме 6 лет. И это очень страшно, когда вы фактически 6 лет проводите за то, что участвовали в 2020 году в мероприятии, и за то, что вы публиковали публикации за партийную деятельность. Поэтому огромное всем спасибо за то, что помогли, за то, что дали надежду. Я думаю, что мы будем сейчас заниматься партийным строительством. Мы постараемся, чтобы люди выходили, и дальше у них была тоже надежда внутри Беларуси, что это все закончится. Дякую. Микола Дідок, блогер. Перше, я хотів почати з подяку. Буду дякувати, не ставлятися, казати знову і знову. Перше, велике дякую, хочу сказати, окремя моїх родних і близьких, які мене чекали і підтримували мене весь час. Моїм товаришам по анархістському руху, які в вельми складних умовах не боялися і робили все можливе для того, щоб я хутче оказався на волі. Країнам Єврозв'язу, найперш нашим сусідкам Литві, Польщі, Україні, які вельми шмат так само зробили для того, щоб ми тут оказались, особливо литовці добре себе проявили. Вчора, коли нас привезли на КПП, ведаете, я после того, что отбывалось з нами в СИЗА КДБ, откуль привезли мне еще некоторых товарищей, это был такий яркий контраст, коли мы пересекли эту межу, и у нас у автобуса зашел человек, и первое, что він каже, я доктор, може кому потрібна медична допомога. Я настільки від цього відвик, коли на протягу 5 років з нас тільки здекувалися, я чув тільки здеки, ну переважно здеки, образи, ніякі піни на свій адрес. І тут я пишу чоловіка, який просто захотів щось добре сказати, і потікаюся, що не треба комусь медична допомога, там нам роздали воду, это крекеры, ну, это может подається така дробість, але повірте, для нас це не дробість. Ось, великий дякую так само Дональду Трампу за то, что он, не глядячи, что он президент далеко не самой маленькой країни, пам'ятає про політв'язнів в Білорусі, яка, ну, по геополітичних мерках не самая популярная країна, тим не менш він затурбувався льосом гэтых 1300 чоловік, і гэта сапраўды радуе, што палітычныя эліты Заходу насамрэч там не все страшно, не такія, як нам у прапагандзе кажуць, цынічныя, все кепскія, што толькі все для сваёй карысці робяць. Насамрэч, давайте, ось те, хто так кажуть, просто задумаемся, не могли б цалкам гэтага не рабіць. Яны могли бы просто домовиться с Лукашенком и забить на этих 1300 человек и вырашать больше важные питания. Тем более, что зараз идет война в Украине и все остальное. Далее я хотел бы подякувати дипломатичному корпусу України Єврозв'язу.
правоабаронцам беларускім, журналістам. І нават усім журналістам, які прыйшлі зараз сюды, якія неабыякавыя. Конечно, я хотел бы подяковать Светлане Тихановской и ее офису. Это люди, которые неспынно працуют на то, как не только мы были вольны, а Беларусь была вольная. Что я хотел бы сказать? Вот тут передо мной человек сказал вельми слушно про умову утрымання, але, конечно, то, что он рассказал, это нават не 1/10 того, что сапраўды адбываецца. Я зараз скажу вам, сябры, с полной отказностью и официально. Свет просто яшчэ не уяўляе маштабаў того, что адбываецца ў Беларусі. Тых парушэнняў правоў чалавека, тых здзекаў, гвалту, усіх відаў, псіхалагічны, фізічны, сексуальны гвалт. Калі я пачну гэта все пералічваць, нам 3 прэс-канферэнцый не хопіць для того, каб все это расказаць. Я не буду зараз про себе асабіста казаць, што я зазнаў, бо насамрэч прыкладна ў усіх палітвязняў плюс-мінус одна гісторыя. Вельмі, я не ведаю гэтую д'ябальскую логіку, як яны вырашаюць, каго больш ціснуць, каго менш, каго больш здзекавацца, каго даводзіць да вар'яцтва, каго яшчэ да чагось. Асабіста я з 5 без малага год свайго зняволення, я год правёў у штрафным ізалятары. Калі бы людзі з цывілізаванага света побачылі, што такое штрафны ізалятар, яны бы падумалі, што яны апынуліся ў сярэднявеччы. Я асабіста знаходзіўся ў адзіночнай камеры, і ўвосень насупраць мяне, гэта было ў гарадзенскай турме, я просынаўся ночью от того, что дорослые мужики выли и звали свою маму. Ночью, сярод ночи, настолько они покутывали в этом штрафном изоляторе от холода. Люди не могли спать. На моих вачах люди з'язджали з глузду, вар'яцелі. Не в переносным сенсе, а ў прямым. Они пачыналі чуць галасы. Просто. И ведаеце што? Ніхто іх нават ні разу не ударыў. Нехта думает, что катаванні, гэта калі поставили человека на дыбу, пачалі расцягивать и там калёнымі кляшчамі ему мышцы выдирать. Насамрэч нет. Я пераканаўся, бачачы тое, што я зараз побачыў, што чалавека можна давесці да вар'яцтва ці да смерці, просто пакінуўшы яго ў адзіночнай камеры. Просто адміністрацыя пачынае маніпуляваць ягонымі базавымі патрэбамі, і чалавек просто з'язджае з глузду ці памірае. Трэба толькі час. Я ў гэтым упэўніўся і бачыў гэта сам. Тому у меня великая просьба до всех, кто меня почує, до політичного еліту заходніх країнаў. Я розумію, конечно, что зараз, магчыма, на фоне войны в Украине, тых жахаў, что там адбываецца, магчыма, мы уже не такими важными выглядаем, что тым не менш, калі ласка, зверніце увагу, калі ласка, не спыняйцеся рабіць тое, што вы робіце, потому что гэта сапраўды важно. Там знаходзяцца людзі, якія чакаюць вашай дапамогі. Ім, акрамя вас, не дапаможа больш ніхто. Потому что в Беларуси, на жаль, такая ситуация, что усталяваўся террор. Люди нічога не вырашаюць. То, як мы бачили у часы Махатмы Ганді, Нельсона Манделы, што гэта не гвалтоўны супраціў, на сённяшні дзень у тых людажэрскім рэжыме ў Беларусі гэта не працуе. Людзей просто вынішчаюць. Ніхто не ведае статыстыкі па самагубствам у нашых турмах. Ніхто не ведае статыстыкі па псіхічных разладах. Адбываюцца рэчы страшныя. Я сам, толькі на пэўным этапе зразумеў просто гэтага маштаб. Я вас упэўніваю, што калі пройдуць дзесяцігоддзі, і мы пабачым гэтыя гады, у якія мы зараз жывем у Беларусі, яны войдуць як новы 37 год. Іх будуць вывучаць у школе. Па гэтым тэхналогіям рэпрэсій, здзекаў, вынішчэння чалавека будуць пісаць доктарскія дысертацыі. І таму яшчэ раз хочу сказаць, яшчэ раз паўтаруся, калі ласка, не спыняйцеся. Там сядзяць людзі, і толькі ваш ціск, толькі ваша свядомасць, плюс мужнасць тых, хто застаўся ў Беларусі, ваша настойлівасць, яны дапамогуць ім не просто выйсці на свабоду, а просто застацца жывымі. Яшчэ раз хочу всім падзякаваць. Я веру, конечно, в лепшае, тое, што свабода і праўда пераможа, і я заклікаю вас таксама да гэтага верыць. Дзякуй за увагу. Хотел бы обратить внимание правозащитников, президента Трампа, организации правозащитных, на фигуру Эдуарда Бабарика. Я с ним познакомился в колонии, и этот момент знакомства был очень яркий. Он недолгое время пробыл, и мы недолгое время смогли общаться, но этот человек оставил очень глубокое впечатление лично в моей душе. Мы много общались с ним про книги, про психологию, про девушек, про разные вещи. Ему достаточно тяжело, но он очень крепкий, очень держится. Я бы хотел обратиться, чтобы вы помогли с решением вопроса об его освобождении.
В принципе, у меня все. Спасибо вам всем здесь присутствующим. Вітаю усіх, я Ірина Славнікова. Начну со слова подяки відома президенту США Дональду Трампу, його адміністрації, так само керівництву України в Єврозв'язу, відома Литві і Польщі, так само не перестану дякувати своїм колегам, шматліким правооборонцям, Білоруської асоціації журналістів, так само Асоціації былих полізневолених і сваяков полізневолених. Конечно, учорашні день, коли я трапила, нас везли рознымі, подякаваць за тое, што мае пакуты, мае выпрабаванні, а галоўнае пакуты маіх сваякоў і родных скончыліся. З майго 5гадового тэрміну мне засталося 8 месяцаў, але гэта у тых месцах кожны дзень гэта выпрабаванне, вялікі стрэс і гэтак далей, і таму не трэба на гэта забывацца. І калі я побачила учора, нас везлі там розным транспартам, і калі мы апынуліся ў адным памяшканні, і я побачила асобаў, якія былі учора вызвалены, дэпартаваны, выкінуты з краіны, называйце гэта як хочаце. Я подумала, нарэшце гэта зрушылася, нарэшце. І можна спадзявацца, што гэта не скончыцца. Пачуўшы гэтыя расповеды з мужчынскіх калоніяў, я як прадстаўнік жаночай калоніі К4, вядома, што гэта не санаторый, гэта выпраўленчая установа, там цяжка. Так, гэта штодня вялікі маральны, псіхалагічны, фізічны стрэс. Але не гледзячы на ўсё, давайте не забывацца, што прыкладаць максімум намаганняў, высілкаў, рабіць усё, што толькі магчыма, і памятаць, што на ІК-4 засталіся нашы разумныя, прыгожыя, файныя жанчыны, неверагодныя, сярод якіх Марыя Калеснікава. Яна такая же прыгожая, з усмешкаю, з чырвонымі вуснамі. Давайте памятаць пра гэта і рабіць усё магчымае, каб яна наша спачыла. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу сразу подяковать этой шматлікай журналістській брати, яка знайшла час, щоб прийти і почути, що тут говорить, і, можливо, які новини познати, що раніше не ведали. Что дотычится меня, то мое прозвище Федорович Геннадий. Я ранее узначалил Белорусский профсоюз работников электронной промысловости. Что хочу сказать. Я не буду так говорить нечто там про ШИЗО. Усё это было звар'язела на політзняволених. Як їх називають? БЧБшники. Звичайно, так більше кличуть. Але ж коли йде така напрямок, що треба сказати, хто не ведає це за їх. Менавіта за їх люди, які зараз сидять, яких штрафували, вони туди людей водили, які не знали, куди йти. Ось у чому справа. І таке відбувалося. Безумовно. И то, что садили в эти штрафные изоляторы всех подряд и давали потом таких одно на порушение, другое, и ты становишься тем человеком, який в этой магазине местном можешь отовариться только на 42 рубли 84 на весь месяц. Это вельми багато. Это здесь таки. Так вот, говорячи про это, я хочу сказать, что влада безумовно будет чуть. Что ніводная ўлада, і беларуская ў тым ліку, не будзе мець ніякіх перспектыў, якая не будзе мець рядом конструктивную оппозицию. Яна павінна быць. Падабаецца эта ўлада, не падабаецца, але этот конструктив павінен гучаць на всю краіну і павінен слухаць. Раней ці пазней прийти до тых прапаноў, якія гавораць менш. А што датычыцца судоў, то я не буду много говорить про іх у двухкости профессионализм. Безумовно, в Беларуси пора ввести суд присяжных и запросить у яго між тым, як краіна, мабуть, першая пасля Росії, запросить і замежных специалистов, каб павучыліся ў ім. Ці ёсць доказы гэтых судоў. І адбудзецца тое, што шмат усіх пытанняў адпадуць, таму што доказаў ніякіх няма. А есть только пожидание телефонного права. Вот такая тема.
Паважаныя сябры, мяне клічуць Александр Ярашук, я старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. І вось тое, што давала сілы нам выстаяць, гэта, канешне, мы цудоўна сябе усведамлялі, што мы працягваем слаўную гісторыю, многавекавую гісторыю беларускага народу. Сёння спяваў вольны хор «Магутны Божа». І даруйце мне слёзы, вярнуліся на вочы, таму што немагчыма не чуць гэтую генетычную сувязь з маімі продкамі, для якіх справу працягваю. Я хочу падзякаваць таксама сваю сям'ю. 4 гады я не бачыў свайго малодшага сына, мяне іх, дарэчы, 3. І уявіце сабе, стаіць у сукенцы з партрэтам бацькі. Ну што яшчэ чалавеку трэба для шчасця? Твоя місія будзе выканана тады, калі ты з'яўляешся асабістым прыкладам для сваіх власных дзяцей. І калі гэта прысутнічае, я дакладна вам кажу, усе гэтыя катаванні, дарэчы, якія я на Шкловскай зоне меў, а гэта сёння фабрыка катаванняў, якую асабіста ўзначальвае гаспадар Карніенка, гаспадар, які, напэўна, вельмі імкнецца быць генералам, ён пакуль палкоўнікам, хутчэй за ўсё яго ацэняць па заслугам. Вось. І калі мяне проста адстрэльвалі на кожным кроку, калі я яшчэ не адбыў каранціна, ужо трапіў у ШИЗО, а самае жорсткае жудаснае ШИЗО ў Беларусі гэта у Шклове. І калі першую ноч я думаў, што я яе і не перажыву, але я перажыў свае 73, а зараз ужо 70, не 73, сама 72 года. Зараз мне 74 года. Калі я перажыў, то я ўжо ведаў, што больш ніхто і ніяк ніколі не зможа надо мной взять верх. Меня зовут Лариса Широкова. Я у свой час працювала з телеканалом Белсат і з правоохоронним працювала. Робила матеріали для сайта «Гомельська весна», правоохоронного сайта. Ось. І одразу хочу почати з подяки. Вельми дякую, так як я спрацювала з польським СМІ, якою працювала на Білорусь вельми шмат гадоў амаль з заснавання. Так я вельми хочу подякувати польському ураду, польським громадським організаціям, польським громадянам, які допомагали нам. І, звісно, Литве, яка сталася домом для многих людей, для многих белорусов. И это дорого коштует. Ну и, конечно, американцам. Вот теперь я буду голосовать только за республиканцев. И как я видела, что у нас там были обмеркования американских выборов, но я нават себе уявить не могла, что неким чином американские выборы, так сказать, одобьются на мне. На мне и на лёсе інших девчат. Ну, как бы я ведала, я, может быть, больше цікавилася. Ну и навогул мне вельми не подобался ранее Дональд Трамп. Но теперь все изменилось. Теперь просто это мой президент. Что я хочу сказать? Я еще хочу, конечно же, подяковать нашим дорогим белорусам, невероятным белорусам, коли мне у кормушку, уже коли я села, то листы не доходили только от свояков, да и от свояков не весь час доходили. Вот. И коли я села, и просто тебе давали квитанцию про перевод, информацию, что тебе перевели гроши, и там было прозвище какого-то знакомого тебе человека, и там, як он адрес, и ты просто, о боги, это як вот повитаться с ними, так поразмовлять. То есть это было прям, так, милота такая была. Ну, альбо люди передавали тебе передачки, вот, и там
Ну, в мене були різні абсолютно продукти, якісь ці шкарпеточки, чомусь люди думали, що ми у Сибірі сидимо. Ось, і там що були такі вельми товсті шкарпетки, я навіть не ведаю, куди їх можна було б пранути. Ну, були, бо я сиділа узимку камери, де ми ходили у майки. Ось. І, ну, все равно это было, вот это вот я ніколи не забуду, там такая была передачка маленечка, и там были несколько яблочек, такие, несколько помидорков было, ну, оно было так, ну, милота такая, бачу, що якась городная пенсионерка вирішила все ж таки підтримати, вирішила дослати это все, просто сльози наворачувалися на очі. Що я хочу сказати, я невероятно спочиваю всім нашим хлопцям, які сиділи на этих вот невероятных, страшенных мужчинских колониях. Но, на жаль, божечки, на щастя, я не зведала таких покутов. І я хочу нагадати вам, що тепер знаходиться у ПКТ Наста Лойка, правооборонця, і абсолютно по надуманому обвинуваченню, нібито вона невідливо розмовляла, хоча там всі все могут подтвердить, что она была максимально корректна, и ну, просто абсолютно і сфабриковали гэты ось рапорт, і на підставі якого її змістили, там її змістили у ПКТ. І, звісно, шмат, які наші дівчатки сиділи у ШИЗА, так само там, ну, косоплетіння, наприклад. Все плетуть косы, но нечто там кому-то за сколько в голове стукнуло. Одна девочка желтая плетет другой, и за это складывается рапорт, а это уже там хай себе третий рапорт, да, и человек идет в ШИЗА на 15 суток. Вось. І, ну, от, ось це було. Я вельми коротко. Олександр Манцевич у минулому житті видавець тижневої оригінальної газети «Молодечня». Сьогодні я тут почув, що я був політв'язним. Мені здається, що ми, шмат хто з нас, в усякому разі, застається сьогодні політв'язним, потому что мы не можем вернуться у Беларусь, не можем вернуться у свои семьи. Я не планировал сюда выезжать, доведавши про то, что меня везут у Литву, уже когда мы были литерально на финишной, кажуть, прямой, что для Каменноголову я зрозумел однозначно, когда мы повернули Адашмянову налево, зрозумел, что мы это Литва. То якби політвя і магчыма, нават калі мы, я веру ў тое, што мы з'яднаемся з сем'ямі, мы ўсё адно на ўсё жыццё застаемся політвязнямі. І гэта з нашай біяграфіі не выключна. Крылов Андрей Максимович. У нас, значит, есть политзаключенные, которые как-то одной отдельной веткой проходят, и о них не упоминают, как ксензы. Там много ксензов сидит. Нужно в Ватикан обращаться. Ну, как-то католическая церковь сравнена с польской церковью, и поэтому, значит, нагрузка на ксензов сильно ложится. Там есть Генрих Акалович, Шумилина ксензы, все политичные, и сильно их, значит, гнобят. Пожалуйста, обратите внимание на это. Дякую всем. Бондаренко Виталий Сергеевич незаконно осужден, также помещен в эти лагеря. Мы забыли об одном. Мы забыли, я как христианин, я думаю, здесь тоже есть христиане, забыли поблагодарить Бога в первую очередь и дать Ему славу. Ну, а также хотел бы очень сильно поблагодарить президента великой страны, благословенной страны, Трампа, Дональда, то, что помог и Евросоюзу, и нашим близким, это полякам, нашим литовцам. Спасибо, что помогли. Эмоции просто берут вверх. Я даже расплачиваюсь уже. Это уже было неоднократно. И вот когда слышишь одно и видишь, когда нас везли, сразу первое, что было на границе там, или где-нибудь еще, когда поддерживают тебя, слезы набегают на глаза. Привет называется из ада. Когда вас выводят, и ты видишь это все. Как будто Бог обнимает вашими руками.
Это очень прекрасно. Это Вячеслава Лазарова и тих, хто був у Могилеві. 3 вересня був знайдений підвішеним Андрій Піднебєдний. Може, ви ведаєте нечто про умови, в яких він відбував цей срок, і що відбувалося насамреч? Дякую. Только фамилию сейчас услышал, потому что все мы, все 10-й профучет, то есть, обсуждали эту тему, пытались выяснить как-то информацию. Есть люди, которые были знакомы с ним и говорили, что психологическое состояние у него было вполне там хорошее, что он однозначно, что не пошел бы там на самоубийство. И вот были люди, которые находились в ШИЗО в это время. Тоже говорили, что там не было, что там как-то пытались спасти, или там что-то, что это все как замалчивалось. То есть как-то все тихо, никакого шума, что-то там сделали, все, что-то утаить, и все. Вот. Долго эта информация вообще скрывалась, вот. Пытались мы там с ребятами там тоже как-то выяснить. Вот. Известно только то, что состояние у него было однозначно он не был не доведен, что в коллективе у него там были нормальные отношения. Это 18-й отряд, как я знаю, был. Вот. То есть там и профучета по большому счету там несколько человек только и все. Вот. Только то, что я знаю, и все. Дякую, Еліки. Мене звуть Елена Ляхнович, я з редакції «Вольної Серебрянки». Перш за все, я хотіла передати подяку від нашої редакції Миколаю Дідку, який підтримував сам видат. Мої колеги передають вам щиро дякую і привітання. І ми хотіли так само цікавитися, чи плануєте ви далі протягувати свою працю на каналі і, коли відновитесь, відомо. Дякую вам, что памятаете мои заслуги 5-годовой давнины. Так, конечно, я планую узнавіць все свои соседки, як хутка гэта зрабіць атрымаецца, я не ведаю, потому что я еще свои побытовые проблемы не повырашаў, зараз сижу у тых же самых штанах, якіх я позаўчора меня вывозили с камеры. Ось. И, конечно, планую все это рабіць и планую сконцентроваться, мне так падаецца, гэта асноўнае на адукацыйнай дзейнасці. Я еще не глядзеў благасферу, я еще не уяўляю, што сабой сённяшняя інфармацыйная прастора уяўляе. За 5 год я цалкам быў выключаны, хоць я і стараўся неяк сачыць по газетам, по часопісам, по аповедам іншых людзей, што адбываецца. Я хочу перш за ўсё агледзецца. Так, я буду узнаўляць свои соцсеткі, планирую далей займацца палітычнай адукацыяй беларусаў. Дякую, Микола. Пропал на территории Беларуси Статкевич. Его близкие не имеют никакой информации о том, что с ним происходит. Как я понимаю, у офиса тоже нет никакой информации. Может быть, информация есть у ваших американских партнеров, которые выступали гарантом этой сделки? Да, значит, на данный момент местонахождение Николая Статкевича неизвестно. И, конечно, мы обратились к нашим американским партнерам с просьбой выяснить эту ситуацию, потому что на официальный запрос явно никто не ответит оттуда. Но это дело там не пару часов. Мы понимаем, что в Америке была ночь, что люди только улетели сегодня утром, я веду наши американцы. Поэтому надо немножко времени, чтобы узнать, что происходит с Николаем. Конечно, судьба очень турбует. Спасибо. Дякую.